Да, когда я разработал лекцию, я написал: глубоко уважаемые дамы и господа. А пока я уже несколько дней в Беларуси, мне хочется сказать: дорогие друзья, дорогие товарищи. Сердечно благодарю вас за приглашение выступить в лекции. Особенное спасибо вам, профессор Виктор Шадурский. Меня радует оказанная мне честь быть гостем вашего университета. Я счастлив находиться в Минске, городе, богатом на революционные традиции и вместе с тем пережившим неисчислимые страдания. Во время фашистской оккупации нацистские преступники превратили его в крупнейшее гетто Европы. Минск и вся ваша республика навсегда останутся историей синонимом мужественной борьбы белорусских партизан против гитлеровских захватчиков. Поэтому никто не может оспорить того факта, что Республика Беларусь, являвшаяся ранее неотъемлемой составной частью Советского Союза, внесла выдающийся вклад в победу над фашизмом. Сотни тысяч лучших представителей вашего народа отдали свои жизни на алтарь победы в жестокой борьбе с самой страшной чумой XX века. Без их мужества и самоотверженности мы не могли бы встретиться друг с другом здесь и сегодня. Этот подвиг навсегда останется в памяти немецких антифашистов, и он никогда не будет предан ими забвению. Мы встречаемся с вами в год столетия Октябрьской революции, которая потрясла и изменила мир. Если не ошибаюсь, лишь две бывшие республики СССР, в том числе Белоруссия, отмечают на государственном уровне эту историческую дату. И это не может не вызывать у всех, кто привержен идеалам социализма и в широком смысле социальной справедливости, чувство глубокого удовлетворения. Правда, ныне есть историки и политики, пытающиеся не вести значение Великого Октября до уровня переворота, путча или просто мятежа. Но по моему убеждению, и думаю, не только по моему, это была именно та революция, которая вслед за французской революцией 1789 года по праву получила от истории определение Великая Октябрьская социалистическая революция. Вот почему в знак моего
глубокого личного уважения к этому величайшему историческому событию и особенно к белорусскому народу, я хотел бы, если позволите, хотя мне, быть может, и не хватает языковой практики, изложить свои мысли на русском языке. Со времени моего детства страна Советов была близка мне, как моя собственная. Сегодня задним числом звучат критические оценки по поводу характера отношений СССР и ГДР и наоборот. И все же я утверждаю, обе страны добились эпохальных результатов в совместном братском сотрудничестве, что позволило советским людям и немцам после Второй мировой войны снова стать ближе друг к другу. Причем эти результаты, как показало время, гораздо более значительны, чем признается после 1991 года. Будучи подростком, я видел еще плакаты нацистов, на которых советские солдаты изображались как унтерменши с ножом в зубах. Что? Я перевел унтерменш. Это было тогда у нацистов такое понятие. Даже в государственной доктрине Федеративной Республики Германии до сих пор записано, что существует угроза с Востока. Для первого канцлера Федеративной Республики Германии Конрада Аденауэра Сибирь, например, начинала сразу за Эльбой, то есть на той территории, которая после Второй мировой войны отошла к советской зоне оккупации. Для Аденауэра и его единомышленники ГДР была государством-сателлитом, агентом Кремля, рукой Москвы и представляла такую же опасность для Запада, как и сам СССР. Но именно ГДР освободила слово «немец» от связанной с ним ненависти к другим народам и агрессивности. Для многих граждан ГДР понятие «советский человек» было единично слову «другу». Есть чудесная комсомольская песня «Дружба, Freundschaft» с обещанием «Всегда мы вместе ГДР и Советский Союз». Но история остановила это многообещающее развитие. Больше нет Советского Союза, как и нет и ГДР. Я убежден в том, что такие ценности, как дружба, солидарность, взаимное уважение и человеческая близость, связывающие граждан СССР и ГДР, не устарели. Понимаете, не устарели. Смотря вам в глаза, понимаю,
что большинство из вас принадлежит к поколению, выросшему в надежде на то, что война не является законом природы. Войны ведут люди, и люди же могут их предотвращать. Войны необходимо исключить из жизни человечества. Тот факт, дорогие друзья, что с 1945 по 1991 год войны в Европе не было, является в первую очередь заслугой поколений ваших родителей, а также и предыдущих поколений. Это они выиграли войну, названную советскими людьми Великой Отечественной. Они разгромили германский фашизм и затем с огромным трудом и лишениями восстановили бывшие когда-то для всех их общую страну под названием СССР. Но сегодня приходится констатировать, что мечта о миролюбивой Европе, которая казалась возможной после Второй мировой войны, разбилась, когда блок НАТО под руководством США начал бомбардировки Югославии. Тем самым Атлантический альянс превратил холодную войну в горячую, причем в самом центре Европы. Я убежден, что это было бы невозможно, если бы существовал СССР. Поэтому я думаю, дата распада Советского Союза стала для НАТО сигналом к разрушению обещания не расширяться на восток. Многое из того, что начиная с 90-х годов прошлого столетия прошло не как в нашем мире, на Украине, в Сирии, Ираке, Ливии или других частях света, тесно связано с последствиями распада Советского Союза. Меня глубоко беспокоит враждебный образ России, а также и Белоруссии, усиленно насаждаемый в странах НАТО. Этот процесс, к сожалению, поддерживает и германское правительство. Читая сегодня газеты, слушая радио или смотря телевизор, многие в ФРГ невольно начинают верить, что во всех бедах на свете виновата Россия. Когда в 1980 году стало возможным немецкое объединение, я даже вовсе не мог себе представить, что когда-нибудь в будущем правительство Единой Германии будет стремиться к глобальным военным усилиям. Но ведь именно этот тезис содержится в новой военной доктрине страны,
tak nazywajemy, cytata, bieloj knigie po polityce bezpieczeństwa i budущего Bundeswehra. Wyższym основополагающим dokumencie Germanii w oblasti polityki bezpieczeństwa. To jest, теперь германское правительство всерьез считает, что Россия не является больше партнером и что она ставит под вопрос европейский мирный порядок. На самом деле, европейский мирный порядок был поставлен под вопрос в тот момент, когда НАТО начало передвигать свои первоначальные границы с Эльбы в центре континента далеко на восток. Когда 30 апреля 1945 года воин Красной Армии водрузил знамя победы над Рейхстагом в Берлине, мне как раз исполнилось 8 лет. Я был слишком мал для того, чтобы разбираться в политических вопросах. Но и в этом возрасте уже можно было понять, что война – это ужасно, а мир – хорошо. И именно в первые послевоенные годы было заложен все мои последующие теплые отношения к советским людям. Когда я впервые познакомился с солдатами Красной Армии, они оказались совсем не теми варварами-унтерменшами, о которых во всем горло кричала нацистская пропаганда. Один из них был расквартирован недалеко от нашего дома. Он служил переводчиком в военной комендатуре. Каждый вечер, возвращаясь к себе домой, он приносил мне что-то съестное. Иногда это был черный и влажный солдатский хлеб, иногда сахарофинат или кусок сала. Днем он порой посылал меня размещенной в нашем городе советской военной части, где была полевая кухня. Там мне давали котелок полной каши или супа из капусты. Тогда, дорогие друзья, я выучил первые русские слова: хлеб, сахар, сало, чи, каша. И запомнили их навсегда. Были вечера, когда русский офицер сидел на каменных ступеньках перед нашим домом. Однажды он начал напевать мелодию, которую я никогда до этого не слышал. «Подпевай», — предложил он мне. «Я не смогу», — ответил я. А он начал меня стыдить. «А это же дикая роза Гёте». Я впервые слышал
od dikoj rozy i od Goethe. Nie od Niemca, nie od preprodawatelja, a od człowieka w sowieckiej wojennej formie. Jeszcze w mojej pamięci остался ogromny plakat tych времен, który rozwieciwali wезде представители советских властей. На нем было написано: Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий, а государство германское остается. Тогда я начал понимать то, что знаю и сегодня. Народы Советского Союза никогда не ставили знака равенства между немецким народом и германским фашизмом. Советская армия разбила свастику, но не немецкую нацию. Этот факт, который невозможно переоценить. Параллельно стремлением НАТО установить в мире новый порядок, на Западе идет ожесточенная идеологическая борьба вокруг права интерпретировать историю XX века. Немало современных историков забыли старый, как мир, принцип написания истории. Sinne ihrer Studio, то есть без гнева и пристрастия. Применительно к истории СССР и ГДР они заняты другим. Осуждают прошлого вместо того, чтобы его анализировать. Историю XX века они интерпретируют в сильнейшей степени антикоммунистически и антисоветски. Так, когда бывший церковный деятель из ГДР Joachim Gauck был избран в Объединенной Германии федеративным президентом, он заявил, цитат, что лишь в 1990 году после господства, как он сказал, диктатуры, продолжившиеся 56 лет, он ощутил себя, наконец, гражданином. Таким образом, друзья, он поставил на одну доску 12 лет гитлеровского варварства, 4 года советского присутствия и 40 лет социалистической ГДР. Так история ставится с ног на голову. Те, кто ставят рядом фашизм и ГДР, клевещут не только на ГДР, которая по праву утвердила себя как антифашистское немецкое государство. Подобный знак равенства означает и недооценку угрозы фашизма. Я умышлительно говорю о фашизме и не забиваю его национал-социализмом, как его принято в Германии. Германский фашизм не был ни национальным, ни уже тем более социалистическим. Он был однозначно преступным и не может быть привражен или сведен к чему-либо. Кроме того,
Такие сравнение скрывает то обстоятельство, что история между 1945 и 1990 годом в Германии была всегда борьбой двух противоположных мировых систем, двух противостоящих друг другу военных блоков, двух противоборствующих государств, двух разных по всей сути идеалов и проектов будущего. Тот факт, что советская зона оккупации и впоследствии ГДР на продолжении 40 лет был закрытый для немецкого капитализма, является с точки зрения ныне правящих кругов главным преступлением ГДР. Через несколько дней после создания ГДР президент Wilhelm Pieck и премьер-министр Otto Grotewohl получили примечательную телеграмму из Москвы. В ней содержалась в концентрированном виде советская стратегия в немецком вопросе. Отправителем был Сталин. Он писал, цитирую, «Образование Германской демократической миролюбивой республики является поворотным пунктом в истории Европы». И назвал причины этого. Нет сомнения, что существование миролюбивой демократической Германии ряду с существованием миролюбивого Советского Союза исключают возможность новых войн в Европе. Исключает возможность новых войн в Европе. Конец цитата. Вот почему исторически неопровержимо следующее. Пока существовали Советский Союз, другие социалистические страны, вместе с ним ГДР, в Европе не было войны. Вывод от притовного означает в то же время, что исчезновение ГДР с политической карты мира также явилось поворотным пунктом для Европы. Впервые после 1945 года в Европе снова стала возможность война. Причем даже в немецком участии. В 1989 году я впервые почувствовал, что содружество социалистических государств в сущности больше не работает. Социализм в Европе и его ключевой стране, Советском Союзе, уже требовал в глубоком экзистенциальном кризисе. Пребывал, извините. А это заключало к себе угрозу не только для европейского континента. Биполярность мира ряду с военно-стратегическим равновесием представляла собой своего рода регулятор обеспечения мирного существования. Каждая из противоположных систем знала,
что может решать на военную авантюру лишь под угрозой собственной гибели. Надо сказать, советские войны всегда исходили в отношении ГДР из общих интересов. Кроме того, существовал пакт взаимной помощи между СССР и ГДР, который никогда не был отменен. Даже если СССР и мог бы отпустить, как сказал Горбачев, так сказать, свободное плавание Bulgarию, Чехословакию, Польшу, Венгрию и Румению, то в случае с ГДР все обстояло иначе. ГДР всегда занимала в сфере интересов Советского Союза особое место, кроме времени Горбачева. Любое советское руководство справедливо учитывало, что в результате победы в Великой Отечественной войне Советский Союз разделял ответственность за послевоенное развитие со всей Германии. Это наглядно подтверждает следующий документ. В конце июня 1989 года советское руководство под Горбачевым сообщило нам документ, цитирую, «Группа советских войск в Германии переименована в западную группу войск. Статус этих войск, как он определен в договоре об отношениях между СССР и Германией от 20 сентября 1955 года и других двухсторонних договоренностях, а также права и ответственность, вытекающие из заключенных в военное и послевоенное время и действующих договоренностей и решений СССР, США и Великобритании и Франции, остаются без изменения. Остаются без изменения. Значит, Советский Союз справедливо не собирался отказываться от своих послевоенных прав отношениям Германии. Западные союзники ведь тоже не отказались от своих прав Федеративной Республики Германии. Здесь я хотел бы выразить личное соображение, которое считаю очень важным в отношении группы советских войск в Германии. Советская оккупационная зона и постные ГДР отличались тем, что во главе размещенных здесь советских войск находились не только крупные военные деятели, но и выдающиеся личности с глубоким пониманием всех аспектов германской проблематики. Я помнил их как настоящих интернационалистов. Это такие известные военачальники, как маршалы Советского Союза Жуков, командующие в заключительные годы войны Первым Белорусским фронтом, Jakubowski, скатый выходец из вашей республики, Соколовский, Чуйков, Гречко, Коньев, генералы армии Ивановский, Зайцев, Лушев, Снетков и ряд других. Последние даже уже мои личные друзья.
Важной датой для меня стала моя беседа с Михаилом Горбачевым 1 ноября в 1989 году в Москве. 4 часа сидели в своем рабочем кабинете. Я его спросил: Михаил Сергеевич, какое место Советский Союз отводит обеим немецким государствам в общеевропейской доме? На Западе, я сказал, есть спекуляции о том, что для ГДР в Европейском доме больше места нет. По реакции Горбачева и у меня сложилось впечатление, что он не понял моего вопроса. Поэтому я добавил: ГДР возникла после Второй мировой войны и даже в результате Холодной войны. Таким образом, она ребенок Советского Союза. Мне важно знать, признает ли Советский Союз свое отцовство. Горбачев среагировал мгновенно. «О чем ты думаешь?» — говорил он. И рассказал о недавнем разговоре его сотрудников с Брежинским, являющимся в это время заместителем председателя консультативного совета по внешней разведке при президенте США. Те его спросили, могут ли США представить себе воссоединение Германии. Брежинский ответил, что для него, как он выразился, это было бы крахом. Это было бы крахом. Горбачев, казалось, почувствовал мое недоверие и сказал в моих недавних беседах с Тетчер, ветераном, а также с Ярузельским и Андреоттим, стало ясно, что они исходят из реальности послевоенного времени, включая существование двух немецких государств. Вопрос о единстве Германии всеми рассматривается как крайне взрывоопасный. Они выступают, сказал Горбачев, за сохранение Польши и Венгрии в Варшавском договоре. Равновесие Европы нельзя нарушать, поскольку никто не знает, какие это будет иметь последствия. Это были ясные высказывания, которые Горбачев еще раз подтвердил, когда он подводил итог. Единство Германии, сказал он, не стоит на повестке дня. Об этом Советский Союз договорился с бывшими партнерами времен антигитлеровской коалиции. Товарищ Egon, передай это, пожалуйста, товарищам в Политбюро ЦК СПГ. Это, уважаемые друзья, это мне сказал, заявил выше по рангу советский политик еще 1 ноября 1989 года. С сегодняшней точки зрения было бы, скорее всего,
наивностью с моей стороны полагаться на его как на друга и брата. Я не мог себе представить, что руководство СССР за нашей спиной выдаст ГДР ее политическим противникам. Я тогда не знал, что это задокументировано Horсtem Teltschikом, тогдашним советником Гельмута Kohля, что за 3 дня до этого доверенным лицом Горбачева на Запад были переданы так называемые актуальные соображения Москвы об объединенной Германии на 7 страницах. Эта двойственность политики Кремля в связи с ГДР не могла, конечно, разрушить моего доброго отношения к Советскому Союзу, но она повлияла на мое мнение о Горбачеве вполне определенным образом. Несколько лет назад окружение бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева опубликовали протоколы заседания Политбюро ЦК КПСС. Меня глубоко поразило то, что там говорилось о ГДР. Если отчеты соответствуют действительности, то советское руководство той поры самое постное с 1987 года играло с мыслью о немецком объединении. Конечно, она имела на это право. Но принимать решение о делах союзника и друга за его спиной, как я понимаю, нечестно. По крайней мере, это напомнит двойной земной язык. И уже действительно это ничего не имело общего с политикой гласностью. Уважаемые друзья, меня иногда спрашивают, скажи с одним предложением, из-за чего погибла ГДР. Честно говоря, затрудняюсь ответить. Тема слишком комплексная. Это переплетение субъективных и объективных, внутренних и внешних политических факторов. Если все же выдалиться, на мой взгляд, главное, то я бы напомнил известные слова Ленина. Производительность труда – это в последнем счете самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Конец цитаты. Возможно, мы во всех социалистических странах не поняли тогда, что эта фраза в обратном прочтении содержит. В сущности, предостережение, а именно новый общественный строй проиграет, если не достигнет более высокой производительности труда по сравнению с капитализмом. Наверное, кому-то это покажется
старомодным. Но для меня остается актуальным убеждение: марксизм не устарел. Вероятно, существует немало различных объяснений поражения реального существующего социализма. Конечно, можно все свалить на престарелых политиков там наверху. Можно придерживаться мнения, что эксперимент с социализмом вообще не стоило начинать. Можно или поверхностью утверждать, что социализм рухнул под собственным тяжестью. Но все это не имеет ничего общего с серьезным анализом. Научное объяснение конца европейского социализма возможно лишь с помощью исторического материализма и материалистической диалектики. Распад ГДР не был несчастным случаем истории, устроением несколькими личностями как результат их неправильной политики. ГДР сломался в борьбе двух систем. Это связано с историческими условиями и объективными общественными закономерностями. Начиная с 70-х годов прошлого века, социалистические страны Европы начали отставать в своем развитии от бурных темпов научно-технической революции. Они проигрывали в экономическом соревновании с Западом. Их система планирования больше не соответствовала современным требованиям. Сотрудничество в рамках СЕВА уже не работало. Действительность все сильнее отдалялась от идеалов социализма. Произошла потеря доверия к руководству стран со стороны большой части населения. С конца 70-х годов руководство ГДР чувствовало, что в отношениях СССР возникли очень серьезные трудности. В 1985 году Леонид Ильич Брежнев... Что? Не 85, 82, извините. В 82, да. Извините. Спасибо за помощь. Году Леонид Брежнев послал к Эриху Хонекеру, секретаря ЦК Константина Русакова, чтобы сообщить о том, что СССР больше не может поставлять нефть в согласованных объемах. Это ударили по жизненному нерву ГДР. Советская нефть была артерией жизни нашего народного хозяйства. Нам было тогда сказано, буквально, что над Советским Союзом, цитата, нависла беда. Более того, что Советский Союз находится в драматической фазе, как во время Брестского мира. Мы терялись в догадках, что бы это могло означать. Ведь в случае Брестского мира, как известно, речь шла о том, быть или не быть Советской Россией. Неужели в 1982 году Советским Союзом все было так плохо?
Не хотели верить. Как бы то ни было, вместо того, чтобы самим осмелить событиям и открыто говорить об этом с населением, мы в ГДР привали преимущественности, которую уже нельзя было сохранить в новых условиях. Население ГДР было не только хорошо образованным, но также было в высоком степени политически заинтересованным. Она бы хорошо поняли открытые, честные слова, каким бы четкими они ни были. То во время, как наши масс-медиа изображали благополучие, мир, граждане видели, как далеко отдаляются друг от друга идеалы и действительности. Здесь мы подошли и более широкой проблеме. На фоне усиления внутренних и внешних трудностей Политбюро под руководством Эриха Хонекера, в которое входил и я, во многом разучились слышать настроение людей. Это призывало доверие между руководством и населением. Когда я говорю об этом, то вспоминаю еще раз одну мысль Ленина. Он сказал: все революционные партии, которые до сих пор гибли от того, что засновались и не умели видеть, в чем их сила, и боялись говорить о своих слабостях. Избранием Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС давала, возможно, последним шанс разработать общую стратегию всех европейских социалистических стран. Но этот шанс был упущен. В марте 1985 года я сопровождал Хонекера на похоронах генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. Садясь в самолет в Берлине, мы еще не знали, что в Москве станет новым генеральным секретарем. После приземления нас принял Андрей Громыко, легендарный министр иностранных дел и член Политбюро КПСС. В 1945 году он уже сопровождал Сталина на Потсдамской конференции. Он собрал нас в небольшом кругу и сообщил важную новость. Центральный комитет КПСС избрал генеральным секретарем Михаила Горбачева. И именно он, Громыко, внес это предложение. Затем он сделал небольшую паузу, обвел всех нас взглядом и, наконец, сказал: вообще, то можно было избрать и меня. Но я не хотел, чтобы вам пришлось в следующем году снова приезжать на похороны. Вот таким образом опытный партийный и государственный человек обозначал настоящую дилемму. В течение 3 лет умерли 3 генеральных секретаря ЦК КПСС. Страна находилась, по сути, в политическом застое, после чего
конец была выбрана более молодая кандидатура, от которой ожидали переворота руля в сторону укрепления социализма. Как и миллионы людей в мире, я также тогда видел в Горбачеве носителя надежд. Я был убежден, что сплоченность с Москвой был для ГДР вопросом жизни или смерти, независимо от того, кто там в правительстве. НАТО вооружалось, а СССР терял новое военное равновесие. Когда Горбачев на встрече с Бушем на Мальте в одностороннем порядке заявил об окончании холодной войны, Буш объявил США победителем в этой войне. Этим он доказал, что вовсе не заинтересован в настоящее прекращении противоборства. Так что в действительности холодная война продолжалась и сегодня продолжается. Оглядываясь на 1989 год, один советник по вопросам безопасности нескольких американских президентов заявил: у нас был план, у Горбачева нет. В этом, по сути, состоял ключевой момент, который я могу дополнить собственными примерами как очевидец. На рубеже 1989 года Эрich Honecker дал мне прочитать строго секретную информацию. Он получил ее от надежного источника в Белом доме. Там говорилось, в частности, цитирую: «Новый президент США не собирается идти на стратегические партнерства между США и СССР, которого добивается Горбачев. Не США должны двигаться навстречу СССР, а Горбачев навстречу США». И он сделал, конечно. В результате дестабилизации Советского Союза США видели шанс добиться того, чего невозможно было достичь в горячей войне: принудить СССР и его союзников к капитуляции. Теперь уже стало понятно, что для США речь шла не только о германском вопросе, о германском единстве. Он не был их главной целью. Он был лишь средством для вытеснения вооруженных сил СССР из центра Европы. США, кстати, и сегодня еще там. Их атомное оружие тоже. Кондолиза Райс, бывший госсекретарь США, признавалась задним числом, что объединенной Германии стороной в НАТО, цитата, «влияние Америки в Европе было обеспечено». Еще раз, влияние Америки в Европе было обеспечено. Когда в 1989 году стена пала, многие люди связали это с надеждой на то, что новых стен строить не будет. Однако, как тогда, так и сейчас,
Это надежда в мировой и европейской политике осталась призрачной. Германия не стала после 1990 года более миролюбивой, более социальной или справедливой. Да, с государственной и правовой точки зрения Германия объединена. Но она по-прежнему остается расколотой в социальном, экономическом, а также ментальном отношении. Уважаемые друзья, есть еще 5 минут. Возможно, вы заметили, я говорю не о крахе социализма, а его поражении. Для меня это не формальный вопрос выбора слов. Крах связан с чем-то окончательным. Поражение – это скорее что-то временное. Если бы социализм потерпел крах, это означало бы, что у него в будущем нет шансов и что капитализм все же есть конец истории. Социализм, как бы его ни называли, в различных политических лагерях, ранний или государственный, советского типа, реально существующий или так называемый. Социализм был до сих пор в мировой истории единственной реальной силой, противостоящей империализму. Что стало бы с Европой и миром, если бы Советский Союз не нанес заключительного удара по гитлеровскому фашизму? И можно ли представить себе крах мировой и колониальной системы без Великой Октябрьской социалистической революции? Наконец, я убежден, без социализма шла бы не только холодная война, но и вполне возможно уже божествовала бы новая, третья, горячая. История не прямолинейный путь к общественному процессу. Есть эпохи регресса и стагнации. Но несмотря на все это развитие производительных сил и производительных отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями продолжается. Это значит, что раньше или позже будет предприняты новые и наверняка более перспективные попытки коренного переустройства человечества. В этом смысле я оптимист. Спасибо за внимание. Я охотно